В эфире национального телеканала программа «Главное». Здравствуйте. С 15 по 22 мая в итальянском городе Бари прошел 12-й фестиваль российского искусства «Летний сад искусств». В течение недели на разных площадках Италии прошли выступления российских творческих коллективов и солистов. В программу фестиваля вошли 19 мероприятий, в том числе выступления артистов из Ингушетии. Европейцы проявили большой интерес к национальным танцам, музыке, традиционной культуре и истории нашей республики. Более подробно о прошедшем фестивале, о впечатлениях европейской аудитории нашей делегации мы поговорим с гостями в главной студии. Это министр культуры и архивного дела Ингушетии Марет Газдиева, художественный руководитель государственного ансамбля Ингушетии Исаак Гадаборшев, народный артист Ингушетии Алаудин Исмурзиев и заслуженная артистка Республики Ингушетия Лема Нальгива. Марет Багудиновна, расскажите, с какими чувствами вы вернулись из Италии? Ну, наверное, прежде всего нужно начать с того, что этот фестиваль является частью мероприятия протокола смешанной комиссии, подписанного между министрами иностранных дел России и Италии во время визита Владимира Владимировича Путина в Италию в 2007 году. И с тех пор ежегодно этот фестиваль проводится в городе Бари, это на побережье Италии, в одной из южных частей Италии. Вот, и он является традиционным, и наш визит был инициирован группой стратегического видения «Российский исламский мир» и Центром кинофестиваля и международных программ. Вот. Естественно, наше участие в этом фестивале не было бы возможным без поддержки главы Республики Ингушетия. То есть организаторы фестиваля обратились на главу республики, который дал указание обязательно принять участие в этом фестивале и представить национальную культуру нашего народа на столь высоком культурном форуме. А почему именно в этом году мы оказались в числе участников? Вы знаете, Центр кинофестиваля неоднократно нас приглашал, но в этом году это приглашение было усилено еще и дружескими давними связями главы республики с этим общественно значимым фондом, который проводит очень много общественно-политических, культурных мероприятий в нашей стране и за рубежом, Россия «Исламский мир». И вот по просьбе руководства этого фонда Юнусбек Бамагареевич дал указание все-таки в этом году принять участие, изыскать возможность и принять участие в этом фестивале. А что для Ингушетии значит участие в этом фестивале? Прежде всего, не только для Ингушетии, но и для России интеграция культуры народа в России, тем более Северного Кавказа, в международное культурное пространство является событием чрезвычайно важным. Потому что, вот как мы убедились, исходя из отзывов, комментариев зрителей, о том, как принимал зритель, с какой жадностью он поглощал нашу культуру, было известно, что они не знают нашей культуры. Они не знают культуры России. Если нас в отдельных частях путали с одним государством в лице Грузии, а в другой части вообще это был такой диссонанс. Нам говорили, а вы из Украины? То есть есть огромные пробелы в познании российской культуры за рубежом. И люди были удивлены о том, что вот культура России именно такая, необычная, яркая. То есть она еще имеет и такую грань. Грань кавказской культуры им была незнакома. Мне хотелось бы узнать о впечатлениях наших артистов. Алаудин, каково это было выступать перед итальянцами? Конечно, всегда выступать на подобных серьезных площадках – это всегда волнительно. И, конечно, благодаря такой возможности показать нашу культуру, наше творчество в Италии, впечатления были очень хорошие. Зритель был искушен, но исходя из того, что они нашу культуру мало понимали, с интересом были восприняты наши песни, наши танцы, и это очень радовало, конечно. Тут немножко скромничает наш Алаудин. Его принимали на ура, на бис. Практически все его песни проходили под
танцевальные номера среди участников зрительской аудитории, и на площадях, и в концертном зале. Это вот мы засняли на видеоматериале, это есть. И более того, у него были глубокие поклонники и в числе организаторов, которые из мероприятия в мероприятие приходили и ожидали его выступления. Поэтому у Алаудина был, как и, впрочем, и у других наших артистов, большой успех. Вот с этим надо его поздравить, конечно. Благодарю. Иса, готовясь вообще к выездам в иностранные государства, в российские города, вы отбираете материал. Да. Вы, когда отбираете этот материал, учитываете, может быть, какие-то национальные особенности, будь то итальянцы, французы. Как проводится отбор материала? Ну, отбор материала, в основном свой материал показываем, ингушскую хореографию в первую В очередь. этот раз были новые номера? Ну, я не скажу, что примеры были, но программа была наполовину обновленная. В основном ингушскую хореографию, культуру показываем. А в Италии она по-своему воспринимается, Франция по-своему, но итальянцы более темпераментные, у них это все идет на ура. И мы не в первый раз в Италии выступаем. Лема, ты постоянный участник культурной делегации в Ингушетии. Бывает ли у тебя боязнь того, что иностранные зрители могут немного не принять нашу культуру, не принять нашего артиста, когда ты выходишь на сцену? Нет, наоборот, я наблюдаю уже который год, что другие народы, наоборот, с интересом подходят, интересуются нашей культурой, обычаями, им нравится наша культура. После завершения концерта многие даже остаются и общаются, узнают, пытаются узнать еще больше о нас. Поэтому для нас огромная честь и радость представлять свою республику за ее пределами. У нас есть небольшие кадры, которые вы привезли из Италии с собой. Давайте покажем их нашим телезрителям и продолжим. На свете ничего вкуснее хлеба, что я ем в руке. И даже знаю, пусть пройдут года, но дружбу и забыть мне иногда. Приветствую я мудрость стариков. Знаменитые силы обрядов пустили не только песни служат о тебе не раз. Подари нам родной Кавказ, вместо слез своих синих глаз, сердце родной и любимый край, только процветай. Живописных лугов цвета, не забудется красота. Вижу простор земли родной, я живу тобой. Когда ты не сумел меня понять, я думала забыть все звуки во вселенной, мысли мои часы. По этим кадрам видно, как люди аплодируют, тепло вас принимают. После вашего выступления было такое, что они к вам подходили, благодарили, общались с вами? Да, было, восхищались, все подходили, просто был языковой барьер. В основном они пытались объяснить, что им это очень сильно нравится, то, что все воспринимают это правильно, как мы хотели, чтобы это восприняли нашу культуру. Подходили, восхищались, были очень часто. Долгое время не уходили после концерта. 30-40 бывало стояли, пока мы не уедем на автобусе. Ну вот на главном основном концерте в театре, да, в баре, время было где-то к полуночи, да, концерт начинался очень поздно, в половине 9-го.
Вот. Ну и где-то к полуночи зритель просто не вставал с кресел своих, они аплодировали нескончаемо. Ни один человек, вот бывает, что хотя бы 1-2 человека встало, ни один человек не вставал, об этом есть тоже репортаж у нас, мы привезли, потому что мы были шокированы вот таким поведением зрителя. Они кричали «Брави», «Бис» и буквально вот требовали, чтобы артисты еще раз выходили на сцену. Там был тут не было языкового барьера, да? Да, тут не было никакого языкового барьера. Они требовали вот и своими такими восклицаниями, да, отзывами, чтобы артисты еще раз вышли и удостоили их внимания, вот, станцевали еще один номер. Конечно же, ансамбль «Ингушетия» наш, это наша визитка. Они в последнее время дали значительный рост в профессиональном мастерстве. Они, конечно, зрителей удивили, поразили мастерством тоже. И колоритом, костюмы, то есть было все в синтезе, красиво все выглядело. Должна сказать, что похвалить наших ребят, что они сталкивались с очень большими трудностями в демонстрации своего мастерства, потому что площадки, которые нам были предоставлены, они были очень сложные с точки зрения возможностей показать хореографию. Первая площадка, она была буквально похожа на каток. Там было покрытие, паркетное покрытие плюс лак. То есть хореографы на такой площадке танцевать не могут или могут с большим трудом. И когда мои артисты там стали немножко бунтовать, вот не получится, вот, наверное, не сможем, я говорю, на нормальной площадке может танцевать любой. А вот вы покажите мастерство свое, покажите, как вы можете, не падая, танцевать вот на этом как бы катке. Ну, ребята, ни один человек, конечно, все с достоинством, со своим характером, ни один человек не шелохнулся, все было сделано идеально, красиво, точно, и с точки зрения трюковой части все безупречно было выполнено. Вот. Ну, а вторая площадка, открытая площадка на площади, там был очень жесткий деревянный настил, не циклеванный. Они не совсем представляли, что значит наша хореография, что она требует особого покрытия. Вот. Ну, и ничего в программе менять не стали. Все отработали от и до. Площадки, параметры были очень разные. Мы адаптировали свои танцы под те площадки, которые были предоставлены. Ну и постарались хотя бы процентов на 99 выдать это с хорошим уровнем исполнительского мастерства. Ну, естественно, это было одобрено, принято с глубокой благодарностью, с восторгом зрителям. Вот, и были бурные аплодисменты на всех практически площадках. И, конечно же, хочу отдельно поблагодарить Рагду Ханиеву, нашу звездочку юную, которая специально каждому нашему выезду за границу, она готовит песню на родном языке той страны, того государства, куда мы выезжаем. И вот ее песня, исполненная на итальянском языке, конечно, имела тоже огромный ошеломительный успех. Итальянцы подходили и говорили, не может быть, что эта девочка русская. Вот не говоря же о том, что... Не может быть, почему? Потому что нет акцента. Потому что не было акцента, она очень чисто исполняла. И эти эмоции тоже мы их записали, привезли. Это было удивительно. Они кричали «Брави!». Естественно, это было очень эмоционально, волнительно для нас. Поэтому огромное спасибо и всем зрителям, и тем, кто нас поддерживал, вот за такое отношение, за такой отклик к нашей культуре. Вы сказали, технически не все соответствовало, да, вашим требованиям. Вообще, как происходит организация выступления наших коллективов за границей? Вы с кем-то можете договориться заблаговременно об этом? Конечно. Вы понимаете, что мы обязательно отправляем технический райдер. Соответственно, организаторы с российской стороны тоже заявляют технический райдер. Но Европа есть Европа. Для них деревянный настил, там, да, хореографический настил, вот он такой. Они не предполагают, что там будут трюки, что там будут какие-то силовые нагрузки. Они же не знают нашей культуры. Но вот площадка. У них это вот обычные традиционные концерты проходят вот на таких площадках. Это их устраивает. У них в основном эстрадные коллективы, нет такой хореографии, как у нас. У нас специфическая хореография. Но мы сказали, что вот деревянное покрытие, там хореографический линолеум. Ну, не все райдеры европейцы удовлетворяют. Получилось так, как получилось. Ну, в следующий раз они будут готовы, да, к нашему я приезду? надеюсь, что по-другому, но европейцы народ сложный, честно говоря. Мария Багудиновна, я знаю, что правнучка Льва Толстого, Марта Альбертини, проживающая в Риме, специально приехала в Бари, чтобы посетить концерт ингушских артистов. Вы с ней общались,
Да, мы с ней общались очень тесно. Она всегда проявляла интерес к нашей культуре? Я ее увидела впервые, вот именно в баре в Италии. Я, собственно, не знала, что вот она проживает, что она собирается приезжать на наш концерт. Но когда мы ее увидели, мы были шокированы сходством ее с Львом Николаевичем Толстовым, хотя она правнучка, да, и как бы не совсем должно было отразиться это внешне на внешности Марты Альбертини. Она была удивительно похожа внешне на Льва Николаевича. По фотографиям вы можете видеть. Вот. Она приехала из Италии специально, узнав, что ингушский коллектив будет выступать в баре. Вот. И говорила с упоением о своей любви к России, о том, что она каждый раз, когда смотрит материалы из Кавказа, да, она говорила, что у нее выступают слезы на глазах. Она очень плохо говорила по-русски, но совершенно определенно сказала, что хотела бы приехать в Республику Ингушетия, погостить у нас. Я предложила, конечно, ей приехать, посетить республику и выступить перед нашей студенческой аудиторией, потому что ее воспоминания о своем прадедушке, о его наследии для нас имеет колоссальное значение, коль скоро Лев Николаевич является одним из столпов русской классики, русской литературы. Поэтому я надеюсь, что она приедет к нам, и мы будем иметь удовольствие вот, общаться с ней, и наши студенты смогут прикоснуться вот, воочию с вот такой вот легендарной, правнучкой легендарного такого известного литератора. Алудин, ты часто выступаешь в числе нашей делегации за рубежом. Может, стоит записать песни на иностранном языке? Ну, как скажет Марит Багаудиновна, так я и поступлю. Мне проблем Не нет. скромничайте, Алаудин. То есть считаете ли вы, что нашим артистам стоит О, пополнить? нет, он очень часто практикует тоже, несмотря на некоторые сложности, вот, специфические, характерные только ему. Он имел неоднократный успех, когда исполнял песни на иностранных языках. Вот в Азербайджане, Днях культуры, он исполнял песни на азербайджанском языке. В Израиле он сорвал шквал аплодисментов, исполнил Хава Нагила на еврейском языке. И сейчас он предложил любезно свои услуги. Вот, а может быть, Марит Багаудиновна, я запишу. Я говорю, не мучай себя. Рагда Ханеева уже учит эту песню, а выдавать 2 номера, наверное, все-таки не стоит, потому что наша цель – пропаганда ингушской культуры, прежде всего национальной, но и российской культуры, вот, как части, вот, как нашей части в общекультурном пространстве. Поэтому Алаудин охотно экспериментирует, работает, расширяет свой репертуар, и сегодня у него есть несколько песен на языке вот, народов стран мира. Тоже пел. Да, на казахском тоже. На казахском тоже пел. И на казахском. О вашем визите в Италию писали и рассказывали не только региональные телеканалы, радиостанции, печатные издания, но и федеральные СМИ, например, ТАСС, Московский комсомолец, Рамблер Афиша. Не значит ли это, что подобные выезды за границу имеют значение не только для Ингушетии, но и для всей России? Естественно, безусловно, я же сказала в самом начале, что мы осуществляем мероприятие протокола российско-итальянской смешанной комиссии, который подписан между Министерствами иностранных дел России и Италии. То есть мы реализовываем программу общероссийскую и программу международную. Мы не только там пропагандируем культуру Ингушетии, но и пропагандируем как часть культуры, общероссийской культуры, наше культурное наследие. Ну и для нас, как народа не столь многочисленного, культуру которого, может быть, не так популярна ввиду того, что не было раньше возможности выезжать, показывать, демонстрировать эту культуру. Для нас это очень важно. И с точки зрения пребывания в Европе наших соотечественников, это тоже очень важно, потому что не все могут приезжать в республику. То есть есть люди, которые приезжают раз в десятилетие. Если мы оказываемся в Европе, то все наши соотечественники, естественно, съезжаются и получают удовольствие соприкоснуться со своей культурой, ностальгически вот так вот прикоснуться к своей родине, к своим родным, близким и насладиться своей культурой. То есть это и с точки зрения вот этого момента очень важно. А в числе участников фестиваля были другие северокавказские республики? Нет, это был единственный коллектив, причем неоднократно организаторы фестиваля говорили, что у них была мечта
чтобы в рамках фестиваля выступил один из кавказских коллективов, но особой мечтой было увидеть именно Республику Ингушетия. Почему Ингушетия именно? Ну вот с Центром кинофестиваля и международных программ нас связывают давние дружеские связи творческие. Мы в составе фестиваля российского искусства выступали в Каннах во Франции. Вот. Ну и ряд проектов тоже был в Италии в 2008 году. Поэтому они помнят, какие отзывы, какие отклики были у зрителей в те времена, какой успех в основном всей программе фестиваля вносили мы тогда. Ну и на этот раз они не промахнулись, потому что действительно наши концерты были с огромным аншлагом, и огромные площади центральные, и в Полиньяно Амаре и в городе Бари были практически усеяны очень плотно зрительской аудиторией. И благодарили прежде всего и организаторов, и артистов. Это, соответственно, имело общий позитив, общий успех мы принесли всему фестивальному движению. В этом году в числе коллективов были только коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, это симфонические, хоровые коллективы. Вот, были показаны фильмы, премьерные фильмы, «Движение вверх», в частности, был показан в рамках кинопоказов. То есть программа была достаточно обширной фестиваля, но и, как я полагаю, мы вот своей этой экзотической, такой яркой, колоритной культурой, да, необычно украсили этот фестиваль. Поэтому огромное спасибо и организаторам за приглашение, и нашим артистам, которые на все 100 выложились. Вот, несмотря на то, что был месяц Рамадан, конечно, многие соблюдали пост, хотя это и имеет свои послабления с точки зрения Всевышнего. Есть послабления, учитывая действительно сложность, потому что каждый концерт, мы были 4 дня на месте, и 3 дня были подряд концерты. Концерты начинались в половине 9 вечера, как раз время ифтара. Ребята буквально выпивали глоток воды и выбегали на сцену. Я, конечно, это очень ценю, поэтому очень благодарна артистам, что, несмотря ни на что, они сумели совместить вот эти 2 обязанности, как соблюдение поста, и в то же самое время защищали честь республики, честь своего народа, нашей республики на очень достойном уровне. Поэтому огромное им всем спасибо. Дал мяляхдол, цархигиака, потому что это был действительно очень тяжелый труд во благо своего народа, во благо культуры нашего народа. Иса, а пост как-то повлиял на качество выступления ансамбля? Ну да, чуть сложнее было, конечно. Но не менее. У нас 8 номеров в концерте было, это, можно сказать, процентов на 70 нагрузка на ансамбль. 8 темповых номеров, это 8 костюмов надо переодеть. Конечно, большая нагрузка, но ничего, люди это все осознавали и нормально справились с этим. Конечно, чуть сложнее было. Ты, если целый день кушаешь, у тебя энергии много, а тут перед самым выходом, 15 минут до выхода концерта, доставало время празднования, и мы успевали попить воды, там что-нибудь перекусить и на сцену. Давайте посмотрим, как комментирует концерт ингушских артистов президент Центра кинофестиваля и международных программ, а также почетный житель города Бари Татьяна Шумова. Мы работаем часто с Республикой Ингушетия, и наш опыт работы с этим замечательным коллективом не первый. Они триумфально выступали в рамках наших международных проектов в Каннах, в других городах. Но здесь, вы знаете, ожидания публики превзошли самые превосходные степени их реакции. И концерты были потрясающие. Сегодня кульминационный концерт, и театр «Форма» рукоплескал, приветствовал, и город Полиньяно до сих пор вспоминает. Мы сегодня были с делегацией и услышали много таких замечательных, приветственных, благодарственных слов в адрес этого прекрасного коллектива. Ну а сегодня площадь мэрии, правительства
правительства была полна и гостей города, и горожан. И сегодня делегации паломников присоединились к зрительской аудитории, и все торжественно, восторженно принимали искусство Ингушетии. Я счастлива, очень довольна результатом и горда за Россию и за то, что так достойно представили ингуши нашу родину в рамках фестиваля. Помимо вас в баре выступали и другие солисты, ансамбли из других регионов страны. Вы побывали на их концертах? Ну, наш график не позволял нам, Позволял, этого делать, да, потому что практически весь день шла подготовка к концерту, репетиция. Естественно, все наши результаты предыдущего дня мы работали в соцсетях, мы формировали отчет, мы отправляли сюда, мы опубликовывали все это на сайт, мы пересылали видеоматериал, мы пересылали фотоматериал. При этом я работала еще и министром культуры, все-таки надо было эти обязанности. Да? Естественно, все поручения, все мероприятия, здесь тоже жизнь не останавливалась, поэтому практически вот ребята отсыпались, потому что и все-таки и мар у всех был практически, и отдохнуть, отоспаться, но подготовиться, естественно, погладиться, все, обновить костюмы, потому что стояла жара. Костюмы, естественно, нужно было обновлять, освежать и гладить. В общем, работа не останавливалась, поэтому у нас практически не получалось посещать какие-то другие концерты или культурные мероприятия. В основном выезды в иностранные государства, в частности, происходят по чьей инициативе? Принимающей стороны или нашей? Нет, как правило, это приглашение. Как правило, это приглашение. Ну и есть еще по линии Министерства культуры некая программа, обязывающая регионы именно Северного Кавказа. Есть постановление правительства об интеграции культуры народов Северного Кавказа в международное пространство. Исходя из этого, однажды в год мы практикуем, Министерство культуры, я имею в виду, проведение дней культуры в странах ближнего дальнего зарубежья. Вот в прошлом году это был позапрошлом году это был Казахстан, вот, но еще раньше Азербайджан, был Израиль, вот, в этом году это будет Абхазия, вот, ну, вот, таким образом мы шагаем и пропагандируем нашу культуру в странах ближнего дальнего зарубежья. Давайте поговорим о том, что уже было несколько месяцев назад. Беларусь. Беларусь. Какие еще государства? Бельгия, была у нас Бельгия, была Испания, вот, была Италия, Азербайджан, как я сказала, Германия. Казахстан, Германия. Ну, в общем, всего не упомнишь. Помимо этих стран вы еще были в Катаре? Да, конечно, совсем недавно. Планируется ли ответный визит? Наверное, я знаю, что планируется ответный визит официальной делегации катарской, официальной делегации, но не культурной. в числе тех, кто приедет с визитом, директор музея исламского искусства, визит которого мы очень ждем, потому что его опыт, его знания и его восприятие нашей культуры, нашего культурного наследия для нас очень важно. И это те люди, которые вот при встрече с главой республики сказали о том, что они могут оказывать и окажут всяческую помощь во всех направлениях. И с этой точки зрения для нас его опыт и содействие такой великой, большой фигуры там, в культуре, исламской культуре, для нас очень важно. А вы в таком составе выезжаете каждый раз? Ансамбль, Лема, Алаудин, Рагда? Не всегда. У нас выезжает группа «Лам» с нами. Вот, у нас выезжает Хава Яндиева обычно. Вот, в этот раз она не смогла выехать по определенным семейным обстоятельствам. Ну и, конечно же, бывают театральные коллективы. Театр «Барт» с нами выезжал в Казахстан, мы показывали миниатюры. Просто языковой барьер все-таки имеет значение, и
очень сложно бывает и с точки зрения громоздкости декораций вывозить театры. Конечно, наша большая мечта все-таки вывозить театры, потому что театр – это зеркало народа каждого, его истории. И, конечно, такие эпические большие работы, как «Падение Джанхота», «Из тьмы веков», хотелось бы такие работы показывать за рубежом, чтобы наша культура она была предельно понятна и достаточно хорошо подана в плане демонстрации сценического искусства. Поэтому это пока наша мечта, вот, вывозить театры. Она связана и с финансированием, соответственно, и с сложными моментами доставки декораций. Как правило, декорации огромные, масштабные у театров. Поэтому надо искать новые какие-то формы, методы вот, в постановке спектаклей, таких вот небольших моноспектаклей, которые можно было вывозить без труда особого. Алаудин, я видел твое видео, как вы покупали с Лемой, с Рагдой мороженое в Катаре. Удалось в Италии попробовать итальянское мороженое, скажем? Прогуляться по городу, посетить достопримечательности? Учитывая, что у нас были Живые концерты. концерты, да, нельзя было нам. А кому-то удалось. Кто-то наелся мороженого и за это хорошо получил. И это дело, я предупреждала, не ешьте мороженое. С Рагдой Ханиевой Лема имела неосторожность пойти купить мороженое, причем поесть его от души. Мы и вам же купили. Они купили и мне. Вот. И что вы думаете, во время концерта у нас Рагда начала хрипеть, потому что связки были разогретые перед концертом, перед самым, да. И она съела мороженого на разогретые связки и начала скрипеть. Мне пришлось вторую песню, в принципе, вернее, третью песню снять, потому что я чувствовала, что ребенок может надорваться, повредить голосовые связки, и чего я допустить не могла, потому что она-то споет, но эта нагрузка на связки может иметь очень плачевные последствия в последующем для ее голоса. Поэтому совершенно безболезненно нам пришлось снять. Вот, кстати, о мороженом. Поэтому, учитывая то, что концерты живые, я не позволяю, собственно говоря, потому что европейский зритель достаточно искушенный зритель и достаточно серьезный зритель, он вот эти как бы плюсовые фонограммы, это очень провокационно и опасно. Поэтому надо петь, конечно, вживую. А для этого нужно беречь связки и злоупотреблять мороженым не в Катаре, не в Испании, не в Германии, Ну, не в Катаре Италии. мы после концерта вообще-то пошли по мороженое. Ну И то мы не поели его. Да. Оно было невкусное, кстати. Итальянское мороженое, Нет, арабское. Не, итальянские не объелись. На заметку. А артисты, как спортсмены, проходят акклиматизацию в разных странах? Ну, я думаю, график был достаточно грамотно составлен. Вообще, нам было все удобно делать, так что я благодарю. Ну, еще это, наверное, раз. больше касается ансамбля, потому что там физическая нагрузка. Да, конечно. Не влияет, я да, думаю, от абсолютно? этого не влияет. Почему? Это часовой пояс, как человек выспится, как отдохнет, конечно, влияет это. Но у нас в этот раз было достаточно времени, как Алаудин сказал, правильный график был. Они успели отоспаться, собраться, и, я думаю, проблем не было. Ну, мы до отъезда формируем график, буквально пошаговый график. Мы по числу участников делегации на каждого раздали памятку, чтобы она была у каждого в номере, и человек знал, во сколько можно встать, во сколько можно пойти погулять там часок по городу, во сколько можно погладиться, и когда нужно быть готовым к выезду на репетицию. Поэтому никаких сложностей в плане организации не было. Все было достаточно без нерва, без каких-то разбирательств с артистами. Они вовремя вставали, приходили к выезду, отрабатывали. То есть все было достаточно спокойно, достаточно организованно, достаточно слаженно и имело хороший результат. Поэтому... Давайте вернемся к вашим планам. Какие государства на очереди? Может, регион российский? Ну, на очереди у нас Франция ожидается в конце июня. Конечно, это не совсем запланированный визит с точки зрения вот нашей стороны, но наша диаспора проводит в Российском центре науки и культуры День Ингушетии, Дни Ингушетии. Вот, и руководитель
представительство во Франции, в Париже, Иса Абоков обратился к главе республики с просьбой оказать содействие в его проведении. Здесь планируется проведение выставочных мероприятий, выставки национальной кухни с дегустацией, где-то до 100 человек. И, конечно же, концерт мастеров искусств. Вот. Ну и еще и встречи с творческими деятелями Ингушетии. Программа достаточно насыщенная, хотя сроков для подготовки катастрофически не хватает. Ну, в общем, пытаемся сделать это достаточно организованно, и чтобы это было и результативно, и чтобы и туркластер показать. Очень много нюансов, сложностей с этой поездки, но мы постараемся это все преодолеть и достойно представить наш регион в Париже, в Российском центре науки и культуры. Ну, а далее у нас небольшая творческая делегация поедет в Болгарию. Это в основном писательская интеллигенция. Дело в том, что мы в этом году в музейно-историческом комплексе «Двор кириллицы», называется этот исторический комплекс музейный в Болгарии, в городе Плиска, открывается бюст нашему легендарному, известному писателю Идрису Муртузовичу Базоркину. Бюст был изготовлен нашим скульптором Ибрагимом Паланкоевым, и мы в составе небольшой такой творческой делегации, в числе которых и семья Идриса Муртузовича, соответственно, писательская общественность, человек, посвятивший творчеству, изучению творчества Идриса Базоркина, Патиев Якуб, вот, ну, естественно, Министерство культуры и скульптор. Выезжаем туда на открытие этого бюста. Вот это достаточно важное событие в литературной, в культурной жизни нашей республики. Я и поздравляю нашу общественность, наш народ с этим событием, потому что до сих пор там были только вот из величайшие имена представлены: Горький, Пушкин, Леонид Николаевич Толстой, вот, и Тургенев, Достоевский. Из регионов Северного Кавказа только представлена Осетия в лице Кустахи Тагурова. И вот сейчас вот мы открываем бюст Идрису Муртузовичу Базоркину. Поэтому я считаю, что это тоже яркое событие, которое будет проходить в дальнем зарубежье, в Болгарии. И думаю, что мы сумеем предоставить видеоматериал для вашей телекомпании, чтобы вы показали это нашим жителям. Ну, а дальше у нас намечается Абхазия. Впервые в Абхазии пройдут Дни культуры Республики Ингушетия совместно с Российским центром науки и культуры в Абхазии при поддержке Министерства культуры России. Мы выезжаем в Абхазию практически в том же составе, может быть, в более укрупненном с точки зрения программы, потому что мы повезем обязательно ИЗО-искусство, картины, предметы ДПИ, ну, естественно, книжную литературу, коль скоро там люди, которые владеют русским языком хорошо и могут общаться и читать нашу литературу. Вот. Ну, естественно, одно из мероприятий – это популяризация нашего историко-культурного наследия и знакомство с нашими туристическими возможностями. То есть, что очень важно для привлечения туристов, в принципе, со всех территорий и страны, и стран ближнего, дальнего зарубежья. А программа артистов сильно будет отличаться от той, что была в баре? Ну да, потому что каждое мероприятие, оно имеет с точки зрения тематики свое значение. Здесь, если танцы, в принципе, особо не меняются, меняется только состав. Если здесь, в Италии, у нас был усеченный состав, мы работали 8 пар, исходя из возможностей площадки, и количество людей, которые мы могли вывести, то в Абхазии это будет 10-12 пар. Это будет совсем другая масса. Здесь, как я сказала, будут художники представлены, мастер-класс художников будет представлен. Ну и вокальные произведения, соответственно, тоже будем и на абхазском споем, что умиляет зрителей, когда наши представители нашей делегации исполняют песни на родном языке. Это звучит как подарок, огромный подарок принимающей стороне и вызывает огромное такое умиление, огромную благодарность со стороны зрителей. Поэтому вот сейчас вот с Леной тоже будем изучать фольклорные, народные песни. Вот во Франции, я полагаю, что она будет петь немножко в другом амплуа, стиле. Скорее всего, это будет живое исполнение инструментов, она будет солировать. В общем, меняем программу, понемножку обновляем и подача, и стиль, и содержание. Стараемся менять.
чтобы это было более интересно. Лема Алудин, перед поездкой в иностранное государство вы знакомитесь с историей, с особенностями? Конечно, всегда это интерес проявляется в этом. Знакомимся, сравниваем нашу культуру и культуру стран, где мы попадаем. А энергетика зрителей, итальянцев, французы, арабы, разные? Это заметно? Безусловно, для артиста? безусловно, конечно. Но хотя аплодирует все так же, принимает Нас везде хорошо. встречают очень тепло. Нет, все равно разница есть огромная. Итальянцы отличаются. Да, и температура. Где в Германии там несравнимо Чем с тем, отличаются итальянцы Похолоднее, от похолоднее. французов? похолоднее. Холоднее, отвечу. да? Да, конечно. И арабы То есть все-таки, такие. я думаю, это ближе. Да. По темпераменту, наш темперамент очень схож с итальянцами. Кстати, о том, что они изучают, я еще не гляжу. Я, то есть, на общем своем интеллектуальном познании стран мира выезжаю. Собственно, времени не бывает заглянуть ни секунды. Мы выезжали, я смеялась, меня так, ребята развеселили. Они уже знали, что в море купаться можно, но если купаться в нем вечером, в ночью, будет штраф 1000 евро. Я так себе на заметку. А то, что нельзя есть мороженое, Они не знают, они этого не Они об этом хотят не знать. читали. Они не хотят этого знать. Они знают, что в море ночью купаться нельзя, потому что штраф 1000 евро. Вот, поэтому я думаю, что они внимательно изучают законы. Вот. А по итогам фестиваля удалось ли достигнуть какие-то соглашения выгодные с вашими коллегами? Вы в знаете, Италии, в они России? сказали, что вот Шумова Татьяна Владимировна, которая восторгалась нашим участием, она мне сказала фразу, это не просто фраза, она сказала, ну что, продолжаем работать. Я так поняла, что мы уже являемся частью вот того фестивального движения общероссийского, да, которое они организовывают. И я думаю, что следующее предложение это будет фестиваль российского искусства в Каннах. 10 лет, которым отмечается, вот в 2018 году, 10 лет, как мы были в Каннах, это был 10-й юбилейный фестиваль российского искусства, когда мы проводили там ночь, концертный день, вот ночь Ингушетии с презентацией национальной кухни. А в Ингушетии планируется проведение культурных дней регионов России или государств? Ну вот у нас на очереди были Дни Москвы. Обычно обменные дни мы проводим. В прошлом году, позапрошлом году это была Кострома, но вот пока на очереди у нас Москва. Дни культуры Москвы, именно Москвы, у нас намечены на 2019 год. Они должны были состояться в 2018, но по просьбе правительства Москвы была перенесена эта дата, и поэтому мы ждем москвичей в 2019 году. Я вам желаю успехов, желаю, чтобы наша культура процветала, о ней знали как можно больше стран, людей. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Главное». Всего доброго.